Сибае открылся яркий и современный, первый в своем роде садовый супермаркет хозтоваров и товаров для сада и огорода «Фазенда». На официальной церемонии открытия красную ленточку перерезали глава администрации города Рустем Авзалов и предприниматель Максим Низамутдинов. Где находится магазин и что можно там приобрести, вы узнаете в субботнем номере «Сибайского рабочего». В рамках проекта «Дни культуры УГМК» самодеятельные коллективы предприятий и компаний гастролируют с концертами по всей России, от Сибири до Кавказа. Впервые за историю этого проекта концерты приняли поселок Бурибай и город Сибай. В Центре детского творчества перед сибайцами выступили творческие коллективы из Гая, Медногорска, Шадринска и Ревды. О замечательном проекте, который показывает, что работников УГМК объединяют не только профессиональные задачи, но и любовь к искусству, читайте на третьей полосе газеты «Сибайский рабочий». В Ишимбае состоялся открытый республиканский фестиваль-конкурс башкирских хоровых и вокальных ансамблей «Осеннее вдохновение». Наш город достойно представил народный вокальный ансамбль «Миляж» Центра народной культуры и досуга. Коллектив получил диплом лауреата первой степени. Руководитель ансамбля Мамдуда Каюмовна также стала лучшей в конкурсе по развитию и популяризации башкирского хорового искусства. Все подробности в субботнем номере газеты. Что обычно делают женщины за месяц до Нового года? Как правило, худеют. Кто-то сидит на диетах, кто-то изнуряет себя тренировками. О своем опыте сбрасывания лишних килограммов в новом номере Сибайки расскажет Алина Полянская, активная мама 3 детей. Не пропустите!